Еще несколько семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря деятельности фонда «Солидарность». На этот раз помощь пришла к Халухаевым и Ожиговым. Вообще, за 2 года существования эта благотворительная организация при содействии жителей республики, так скажем, взяла под опеку 150 семей. Репортаж Марии Мистоевой. Ассаламу алейкум. Вот эта семья, проживающая в Назране, обращалась в наш фонд. Небольшой видеоролик, опубликованный на официальных страницах фонда «Солидарность» в разных социальных сетях, вызвал шквал эмоций и больше 5000 перепостов у подписчиков. Многие не могли поверить, что в таких условиях живут люди, да еще и с маленькими детьми. В семье Халухоевых 5 человек, самому старшему ребенку 6 лет. Дом, который так поразил интернет-аудиторию, на первый взгляд не может быть жилым. Ощущение, что разваливается прямо на глазах. Дырявая крыша, стены в трещинах и всего-то маленькие 2 комнаты. А из мебели только потертый старый диван, небольшой стол и маленький холодильник, который для детей скорее холст для рисования. Есть еще и доменная печь, которая занимает четверть и без того маленькой комнаты. Дети жили здесь они кушали, купались и игрались, в свое время здесь проводили. Обратиться в фонд «Солидарность» посоветовали друзья. Хава без особой надежды написала заявление, собрала пакет документов. А спустя несколько недель волонтеры фонда начали строить дом для семьи. Я не думала, что мне помогут. Не то, что не помогут, но еще в такое короткое время мне поставили щитовой домик. Вот даже когда я заявление писала, у меня даже не было надежды, что мне на самом деле помогут. Теперь все проблемы позади, а новый щитовой дом для семьи Халухоевых построили здесь же. Общая площадь дома 48 квадратных метров, а это значит, что у детей появится комната для игр, отдельная ванна и большая кухня помимо спальни. К дому подведены все коммуникации, кроме воды. Ремонтные работы семья завершит в течение недели, что особенно радует сотрудников фонда, которые видят, как берегут и приумножают результат их труда. В течение, я думаю, недели уже может въехать в свой дом, теплый, достаточно просторный, без всякого рода опасностей, в которых они вынуждены были проживать не 1 год до этого. Поэтому это заслуга людей, которые жертвуют свои средства в наш фонд. Это заслуга и инициаторов создания этого фонда. Инициатор, как мы знаем, руководитель нашей республики, он и участники, сотрудники фонда, руководство фонда, глава субъекта выражают абсолютную уверенность, что в нашем маленьком субъекте, в нашем небольшом народе мы можем сообща, своими силами полностью решить проблему вот таких семей. Семья Халухоевых не единственная, кому с началом года уже успел помочь фонд. Маленький дом, вагончик, в котором жил Амир Ожигов с женой и 3 детьми, сгорел из-за проблем с проводкой. Амир с помощью родственников, неравнодушных людей, сумел отстроить новый дом. А волонтеры фонда поставили для них новый котел и провели отопление во всем доме в общей сумме на 110 000 рублей. Батареи, турбо, котел, установить, чтобы... Фонд «Солидарность», которому в марте исполнится 2 года, за это время сумел помочь 150 семьям. Огромный вклад в это дело вносят и неравнодушные жители региона, которые также не остаются в стороне. Масна интернет, масна освещать на доирышты, ногосу, дедуахки, она семья учхант, а юртер кегина, как бы волонтер, санет он подключаться, лишь хочет он отдарс, они учатся, белха, далуж да ахчет, хатсел семья хул, такуара, поддержку, а сжигалыш на хаге, шейц агмаса гуасыш семья хул, дух бувен сутейпнах. Название фонда для многих нуждающихся стало олицетворением веры и надежды, ведь несмотря ни на что, важно оставаться человеком, готовым протянуть другому руку помощи. Мария Мистоева, Зульфия Мислаурова, Рахман Цуров, Новости 20.